Кыргызская республика и весь Центральноазиатский регион имеет огромный потенциал производства свежей и сушеной плодово-овощной продукции. В условиях глобализации, повышенного спроса на продовольствие, необходимо решение вопросов, связанных с обеспечением качества продукции, ее безопасности, соответствия международным стандартам, повышением экспортного потенциала и расширением рынков сбыта отечественной продукции. По данным Всемирной торговой организации, годовая стоимость торговли продуктами сельского хозяйства только в развивающихся странах увеличилась за последние десятилетия в 3 раза. Необходимо подчеркнуть, что ключевое место в этих реформах, которые связаны с диверсификацией и поиском новых рынков сбыта для сельскохозяйственной продукции, отводится применению международных стандартов и переориентации местного производителя на их соблюдение. Среди международных стандартов определенная роль и одна из важнейших ролей отводится стандартам Европейской экономической комиссии. Работа по разработке стандартов качества сельхозпродукции в рамках Европейской экономической комиссии началась в 1949 году. Основной целью этой работы является определение единых требований к качеству сельскохозяйственной продукции, поступающей на международный рынок. Национальная техническая рабочая группа Кыргызстана занимается продвижением коммерческих стандартов ЕЭК ООН. В рамках запланированных работ Национальной технической рабочей группы мы занимаемся разработкой пояснительных материалов на приоритетные виды продукции, а именно сладкий стручковый перец, сладкий картофель, свежий персики и нектарины. При поддержке проектов ПРООН, ГИС и Хилсверк International проведены обучения для производителей из Центральной Азии по стандартам ЕЭК ООН. Усилен их потенциал и конкурентоспособность для выхода на региональные и международные рынки, а также реализованы меры, направленные на продвижение интересов производителей Кыргызстана и региональную кооперацию между странами Центральной Азии. Также оказывается поддержка в участии представителей государственного и частного секторов в работе сессий ЕЭК ООН и региональных мероприятиях. В прошлом в этом районе отсутствовали подобные логистические центры, и фермеры производили продукцию, не соответствующую международным стандартам качества, и вследствие этого продавали ее по низкой цене. Наша цель – с помощью этого логистического центра переработать продукцию в соответствии с международными стандартами качества и продавать на экспортных рынках по хорошей цене. Проект в рамках данной фазы поддерживает мероприятия, направленные на обеспечение доступа на экспортные рынки и усиление цепочек добавленной стоимости зеленых нишевых продуктов, как мед натуральный, микс сухофруктов и орехов, а также приключенческий туризм. На сегодняшний день большая часть наших предпринимателей не осведомлены о требованиях стандартов качества к продукции. Они недостаточно знают о таких системах управления рисками и безопасностью пищевых продуктов, как ХАСП. Хотя это уже обязательное требование для производителей пищевых продуктов, и конкурентоспособность продукции формируется в том числе за счет соответствия ее требованиям стандартов, и результатом будет являться освоение каждого рынка, потребителей каждого города и каждого ритейла. И очень важно, чтобы, во-первых, бизнес это сам понимал, и, во-вторых, на таких площадках участвовал. Что входит в стандарты ЕЭК ООН? Стандарты ЕЭК ООН охватывают широкий спектр сельскохозяйственной продукции, включая свежие, сухие, сушеные фрукты, овощи и орехи, в том числе скоропортящаяся продукция, такие как мясо и другие. Стандарты ЕЭК ООН устанавливают требования на всех этапах производства, упаковки, маркировки, хранения и реализации продукции. Стандарты ЕЭК ООН способствуют высококачественной продукции, а также повышают рентабельность предприятий, способствуют защите здоровья и жизни потребителей. Стандарты ЕЭК ООН они используются на международном уровне правительствами стран, импортерами, экспортерами, трейдерами, а также они признаны международными организациями. Одной из важнейших функций является обеспечение необходимыми стандартами всех заинтересованных сторон, включая отечественных производителей, при производстве и для производства конкурентоспособной продукции. А также одним из основных целей данного нашего центра является это подтверждение соответствия продукции в целях защиты жизни и здоровья потребителей. Наш национальный орган по стандартизации вкладывает значительную свою
роль именно в формировании стандартов как в Кыргызской республике, так и в Международной организации по стандартизации СО. Коммерческие стандарты качества ЕЭКООН охватывают широкий спектр продукции, включая скоропортящуюся, гармонизируют между собой национальные стандарты разных стран, формируют единый язык общения продавцов и покупателей, определяют минимальные требования к качеству продукции для выхода на экспортные рынки, содержат требования на всех этапах после подготовки упаковки, распространяются на продукцию для непосредственного потребления. Разработка этих стандартов, которые, получается, они признаются в странах Европейского Союза, это позволило нашим предприятиям выпускать продукцию, которая соответствует с этими стандартами, то есть дополнительные требования европейские страны уже не предъявляют. Это, получается, позволяет для наших предпринимателей не создать дополнительных барьеров. В Кыргызстане производителями применяются стандарты ЕЭКООН для экспорта следующих видов продукций: чернослив, сушеный абрикос, ядра грецкого ореха, сладкий стручковый перец и другие. Также в целях информирования производителей и упрощения понимания требований стандартов ЕЭКООН со стороны производителей, Национальной технической группой Кыргызстана разработаны соответствующие наглядные пособия по применению этих стандартов. На нашем предприятии перерабатывается грецкий орех. Вначале мы продавали продукцию только на внутреннем и российском рынке. Потом мы узнали про европейские стандарты качества и начали работать с организацией ПРООН. Они нас обучили. Конечно, переходить на производство по новым стандартам было тяжело, но в дальнейшем это дало свои плоды. В год мы готовы перерабатывать и экспортировать до 500 тонн грецких орехов. К вашему вниманию представлены образцы сухофруктов и орехов, которые были выработаны нашими производителями на соответствие указанных стандартов. И сегодня мы проведем испытания с помощью наших испытателей, нашей лаборатории, проведем испытания этих представленных образцов на содержание дефектов, на дефектность, проведем калибровку, проведем анализ на содержание влаги. Мы имеем в Алабукинском районе 1 гектар сливовых деревьев, где выращиваем в год до 60 тонн черной сливы и сдаем в свежем виде. Наша слива прошла сертификацию и является органической. Этот завод выкупил наш директор в 2014 году и провел полную реконструкцию. Сейчас завод занимается переработкой овощей и фруктов, также их сушкой. В год мы перерабатываем около 600 тонн чернослива и экспортируем в Голландию и Германию. В основном мы работаем по стандарту DDP-07 для экспорта в Европу. После перехода на стандарт ЕЭКООН объем нашей производимой продукции увеличился в 10-20 раз, и мы продаем ее по высокой цене. Внедрение стандартов ЕЭКООН способствует росту микро, малых и средних предприятий в сельском хозяйстве Кыргызстана, способствуя интеграции нашей страны в мировую торговлю. Стандарты принимают во внимание общие интересы и потребности частного и государственного секторов, способствуют повышению коммерческого качества и объемов экспорта, облегчают доступ сельскохозяйственной продукции на международные рынки, тем самым способствуют узнаваемости и повышению конкурентоспособности отечественной продукции на этих рынках.